На одном из уроков мы с вами разобрали страх смерти, как перестать ее бояться. А теперь еще один урок, как перестать бояться смерти других. С детства нам вбивали в голову миф о священности жизни любого живого существа. Нельзя давить тараканов, нельзя поднимать за хвост вниз головой кошку, нельзя пинать собаку. Почему? А потому что нельзя. Нельзя ударить ближнего своего, даже если он 10 раз это заслужил. А почему? А потому что нельзя. И на пути нашем к самосовершенствованию встало великое нельзя. Великое нельзя цепями сковало нашу волю к победе. Великое нельзя ограничило арсенал наших действий. Нельзя бить по лицу человека. Внушали нам в детстве, когда мы кого-то приложили. Нельзя использовать в качестве оружия подручное средство, когда мы стукнули кого-нибудь по голове, подвернувшимся под руку кирпичом или прутом. Нельзя, нельзя, нельзя и всевозможные ограничения. Чего еще нельзя? Если ваш противник боится испачкать одежду, а вы абсолютно не боитесь пачкать его одежду, значит его одежда будет испачкана, а сам он будет ползать на животе в грязи у ваших ног. Первый, самый важный принцип – способность шагнуть дальше. Второй аспект того же самого – кого боятся люди? Боятся ли люди спокойных, могучих атлетов? Нет. Боятся люди великих мастеров единоборств, с ног до головы обвязанных черными поясами, которые умеют громко кричать «Кия»? Нет. Может быть, люди боятся былинных богатырей, коим не из числа? Тоже нет. Кого боятся все люди? Люди боятся психов. Вот психов боятся все. С психами никто не связывается. Столкнувшись с психом, подавляющее большинство людей ощущает дрожь в коленках и слабость в руках. Столкнувшись с психом, подавляющее большинство людей просто пасуют.